21 июня празднуется День кинологических подразделений России. В нашей стране эта служба появилась в 1909 году, так что в этом году кинологи празднуют свою 111-ю годовщину. В регионе эта служба отмечает свой 10-летний юбилей. Как проходят рабочие будни специалистов и их четвероногих верных подопечных, расскажет Дана Плиева. На кинологической базе разведением собак занимаются уже 2 года. Дрессировка до 6 месяцев с инструктором проходит в игровой форме. Следом будущие четвероногие защитники отправятся постигать азы службы в учебный центр в Уфе. Наши щенки подготавливаются следующим образом. Они должны выдерживать шум, то есть выстрел, шум моторов, темные помещения, звуковые всяческие сигналы. То есть таким образом, если они все проходят эти все направления, то собака подходит к учебе. Щенки с любопытством бегают за камерой и играют с инструктором, а через некоторое время они займут свое место рядом с другими собаками, прошедшими службу. Кинологи научат их выполнять различные команды – лежать, встать, голос. Псы узнают, как быстро преодолеть полосу препятствий, созданную здесь специально для тренировок. Он без хозяина залезает сам. В обязанности собак входит и поиск различных наркотических веществ и видов оружия. Найти спрятанный пистолет в машине у Орбиса, к примеру, заняло не менее 2 минут. О находке он тут же спешит доложить хозяину. Ай, хорошо, молодец. Впрочем, Орбис умеет искать и взрывоопасные различные вещества и виды боевого оружия. Сейчас все команды эта бельгийская овчарка выполняет буквально в течение нескольких минут. И на это потребовалось много труда и времени, рассказывает Аслан Келиков. Кинологом он работает уже 8 лет. Собак любил с детства, поэтому и профессия по душе. Первый начинается общий курс, контакт с собакой. С первый раз берешь собаку, с ним ходишь, просто поводок берешь, на поводке просто ходишь, гуляешь. Никакие команды нельзя давать, пока не контакт не появится. Как контакт, месяц, может, 3 недели, вот так начинается там. Может чуть-чуть сидеть команда, сразу поощрять. Потом на учебку мы едем, короче, там учим, спецкурсы учим. ОКД там тоже дорабатываем. Домой приезжаем, тоже собак надо, в общем, всю надо дорабатывать. В Ингушетии кинологическая служба молодая и хорошо развивается. Сейчас здесь насчитывается 88 разыскных собак, 44 уже подготовлены, 12 поедут в январе на учебу. Но даже в свой праздник кинологи на трудовом посту. 3 группы уже готовы выехать для проведения различных профилактических мероприятий по обнаружению наркотических средств, взрывоопасных материалов и обеспечению охраны общественного порядка. До особого указания будем работать. В ближайшее время будет еще усиление в связи с выборами. Будем обеспечивать общественный порядок. То есть вы, как понимаете, только после обследования специалистов-кинологов могут работать избирательные участки, образовательные учреждения все. Как только поступает команда с дежурной части, суточная дежурная смена выезжает в течение 5-10 минут, уже выезжает на место происшествия. В России для борьбы с уголовной преступностью собаки начали применяться во второй половине XIX века. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России питомника и школы дрессировщиков полицейских собак. А в 1912-м кинология пришла и в армию. В этом году кинологической службе в стране исполняется уже 111 лет. У нас, можно сказать, кинологическая семья очень дружная по всей стране. Мы друг друга поздравляем, уже поздравительные письма каждый день, у нас целый день уже приходят. Я всех коллег поздравляю, желаю всем удачи, успехов, чтобы они берегли своих подчиненных. А в любой семье, как известно, все готовы разделить радостные и трудные моменты. В рамках этого дня пригласили и детей погибших сотрудников. Такие акции они организовывают круглый год. Вручили детям вкусные презенты и материальную помощь. Раз, два. 120 вольеров, кормопарк, кухня, щенятники, изолятор для больных собак. Кинологическая база оснащена всем необходимым, а работники этой профессии и дальше планируют пополнять ряды своих подопечных. В регионе желающих, делятся кинологи, много. Но для того, чтобы работать с животными, одной любви к ним недостаточно. Превратить непослушного щенка в настоящего умного пса – целое искусство. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.